Человек. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Тора говорит, Бытие 1, 26, 27. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живою, Бытие 27. Человек состоит из духа, души и тела, 1 Коринфянам 5, 23. И если наш внешний человек со дня на день тлеет, то внутренний человек со дня на день обновляется. Кто боится Бога и заповедей соблюдает, тот, Екклезиаст сказал, 12:13, еврейский перевод, это весь человек. В нем была жизнь, и жизнь была свет человека, в Иоанна 1:4. Что значит человек? Что ты помнишь его? Евреям 2:6, Псалом 8:5. Немного ты молил его пред ангелами, славой и честью венчал его, поставил его владыку над делами рук твоих, все положил под ноги его. Псалом 8, 6-10 стих. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, Псалом 143. Иова наравне ставит дух человека с небом и землею, Захарии 12:1. Что такое человек, что столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его, Иова 7, 17, 18. Что такое человек, чтобы быть ему чистым, и чтобы рожденным женщиной быть праведным? Вот он и святым своим не доверяет, и небеса нечисты, в очах его тем более нечист, и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду. Иова 15, 14-16, Исаия 6, с 1 по 5 стих. Но как оправдаться человеку пред Богом? Иов 9:2. Библия говорит, чего требует Иегова от человека, Михея 6, 6 по 8 стих. О, человек, сказано тебе, что добро, и чего требует тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия, смиренно мудро, ходить пред Богом твоим. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 2 Тимофея 3:17. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба, 1 Коринфянам 15:47. Но это второй человек с неба, он есть человек. Ибо единый Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Машиах, Иисус, 1 Тимофея 2:5. И второй человек с неба – это Христос Мессия, 1 Коринфянам 15:47. Все человеки должны прийти в полный возраст человека Христа, Ефесянам 4:13. Итак, мы видим, что человек не всегда будет человеком, но он может достигнуть именно через воскресение, как учил Матфея 22, наш учитель, подобиться ангелам. Ты творишь духов ангелами. Дух человека может быть пересотворен в ангелы. Мы читаем об этом Псалом 103, 4 стих, и в Евреям 1:7 повторяется об этом. Поэтому говорится поэтами многими, как мусульманскими и еврейскими, что не навсегда ты останешься прахом человек, но человек достигнет уровня ангела.